Шалом, дорогие жители планеты Земля! Сегодня у нас на этой седьминой раздел недельной главы Мишпатим, законы. И вот в предыдущей недельной главе Итро говорилось о Торе. Есть 5 уровней, стадий закона Божьего. Первое – это Тора, учение. Как в предыдущей недельной главе Итро было дано Тора, то есть учение Господнее. А еще в предыдущих недельных главах, которых мы проходили, Бешалах, где были даны уставы, закон Хок, это особенный закон, в которых содержатся тайны, которые даже не достигаются великим знаком Торы на планете Земля, а только в духовных мирах, в ешивах небесного Иерусалима, где находятся духи праведников, достигших совершенства. А также есть следующий раздел закона Божьей части. Закона Божьего – это эдут, свидетельство. Итак, Тора – учение, Хок – уставы, Мишпатим – законы, эдут – свидетельство. И вот Тора описывает эти части закона Божьего. И в этой недельной главе говорится о Мишпатим законах, которые необходимы для человека в жизни на планете Земля. Поэтому в каждом государстве, в каждых странах имеются законы. И также в священных писаниях для духовных людей также есть законы. И сказано в книге Иезекиила в 3, а также 33 главе повторяет пророк в своей книге, что человек, если будет поступать по этим законам жизни, которые законы должен пророк Иезекиил сказать всем сынам Израиля, ибо Господь взыщет с рабов пророков своих, которые именно для этого избраны, чтобы научать священники, пророки Господни, рабы Божьи, учителя, которые обязаны научать народы именно законом Божьим, как сказано о Ездре, он учил закону Божьему народ Израиля. И вот в Ефесянам 4 главе мы читаем: Дух Святой ставит учителей для того, чтобы они учили закону Божьему. И в Деянии 15:21 сказано, закон Моисеев читается, проповедуется каждую субботу по всем городам, селениям. Не сказано читался, то есть покончено с ним, предано забвению, но читается и повелено Малахии 4:4 помнить закон этот Моисеев, и каждую субботу он должен читаться, как это принято в синагогах. Разделены 54 главы. В течение целого года мы прочитаем все Пятикнижие Моисея, где Господь открыл свою волю. И вот эти законы жизни, соблюдая, человек будет жив. Не только здесь благополучие и благословение будет, но также в вечности. Как в второй книге Макаевской 7 главе мы видим, что мать Ханна, 7 сыновей ее погибают за отеческие эти законы, которые Господь дал народу святому, избранному Израилю, и который должен передать эти законы всему миру, всем жителям планеты Земля, о чем говорит нам премудрость Соломона, 18 глава, 4 стих. Этот свет нетленного закона Божьего должен передаться всем жителям планеты Земля. Поэтому наш господин, учитель Машиах заявляет, что ни одна иота, ни одна черта не должна быть стерта, нарушена, искажена
отменена из закона Божьего, закона Моисеева, но в точности исполняться не только в буквальном виде физическом, в телесном, но и в духовном, ибо закон Божий духовен. Римлянам 7:14. И для этого данный нам Дух Святой. Дух Святой в Новом Завете – это постоянное присутствие Божье. Среди людей, крещенных Духом Святым, верующих, Он является для них наставником на всякую истину, на всякую заповедь, открывает им очи, чтобы они увидели чудеса закона Божьего и потекли путем заповедей закона Божьего, как сказано именно в Псалме 118:32. «Расширь мне сердце и потеку путем заповедей». И вот работа Духа Святого в Новом Завете, Евреям 8 глава и 10 глава, говорит о том, чтобы верующим людям Нового Завета записывать эти законы в мысли и в сердца. Вот что является Новым Заветом, что тогда писали на свитке, в книгах, на камнях законы Божьи, чтобы так сохранить и передавалось учение, как сказано, научи сына твоего, и так научали соблюдать закон Божий своих детей, и впоследствии священники, левиты, книжники, учителя, избранные, великие, посвященные, обучали народам. И наш господин учитель Матфея 28:22 в той стихе говорит своим последователям, апостолам: идите, научите все народы. Чему должны учить? Учить Торе Господней, потому что Исаия говорит, что будут на закон Божий уповать все народы планеты Земля. Поэтому сегодня я призываю к тебя, житель планеты Земля, дам на возможность сегодня интернет, да благословит Господь президента нашего Калифорнии, вождя, который ведет эту сеть, программу интернета, видео, и мы имеем возможность через Google, YouTube донести до вас, всех жителей планеты Земля, законы Божьи, как в буквальном физическом, так и в духовном, именно познание, что вы могли познать и не оказаться именно после завершения своей жизни в этом теле в аду. Как сказано в Луки 16 главе, наш учитель говорит от имени Авраама: кто не хочет попадать в ад и там мучиться, то сказано, там есть у них Моисей, пророки, пусть слушают их. Поэтому, дорогие жители, вы блаженны, если будете слушать нас и научаться законам жизни, будете же сами читать закон Божий, исполнять его в духе и в совершенстве, как именно Иешуа учил, соблюдать законы Божьи, как каббалисты объясняют все, что в этой недельной главе Мишпатим начинается о рабах и все и так далее. Если он, пусть выйдет и его жена ему на помощь, и все в буквальном смысле законы говорят, но они объясняют все это в духовном аспекте, что именно если он женат, пусть и выйдет его жена. То есть говорится, что даже жена, которая уже не нуждается в исправлении, она находится в духовных мирах, она соглашается с духовных миров прийти на помощь мужу и таким образом воплотиться в тело и вместе с ним в семейной жизни помочь именно мужу достигнуть также окончательного исправления. И с ним, согласно пророчеству, именно пророка Еремии, жена спасет мужа. И Раби Шауль, 1 Коринфянам 7 главе также говорит: откуда ты знаешь, жена, не спасешь ли ты мужа? И далее, так далее, все законы, которые с ущербами, все это мы уже говорили в недельных главах, является в духовном аспекте. Поэтому наш учитель и развивает эту тему, раскрывает закон Божий глубже в духовной, в силе, в совершенстве, в полноте любви. Поэтому, если сказано «не убей», то Иешуа говорит, чтобы не было даже гнева, ненависти, откуда и начинается, и доводит
именно все действия к буквальному нарушению 6 заповеди «Не убей». Так и по отношению 7, чтобы не смотреть с вожделением, в мыслях, в сердцах не прелюбодействовать, потому что отсюда начало, и затем оно осуществляется в буквальном нарушении физические прелюбодеяния. Поэтому мы должны обратить внимание на всю недельную главу и, размышляя, читая эти заповеди, законы, присоединяя толкования, сегодня очень много книг издано в иудаизме и с комментариями Раши, Сончина, комментарии Гирша и много других более возвышенных каббалистических комментариев, хасидских комментариев на недельные главы Торы, где мы можем черпать именно эту воду жизни, эти комментарии, объяснения, для того, чтобы мы понимали правильно Тору и могли именно жить по законам жизни, и тогда и мы сможем удостоиться вечной жизни и всех благословений. Да благословит тебя Господь, чтобы ты был послушным Богу, принял именно законы Божьи, не противился, когда сегодня есть такое особенное дарование нам, Дух Святой, который является постоянно присутствие Божье, такое близкое, что Он сам пишет в сердца и мысли законы Божьи. Поэтому покорись, потому что Дух Святой дается повинующимся Его, и тогда Господь благословит тебя, и Дух Святой запишет и тебе в законы Божьи, в сердца и мысли, и ты сможешь поступать по законам жизни и удостоиться вечной жизни. Аминь.